Я поняла так, что вы отвечаете у нас в стране полностью за экономический блок, за инвестиции, за импорт и так далее. То есть от вас, от вашего, ну, не знаю, смелости, смекалки, решительности зависит то, насколько сегодня будет поработать ваш аппарат. Потому что, ну, я не знаю, мы все депутаты очень часто выезжаем командировки, в том числе по нашим, вы тоже выезжаете для обмена опытом. Но у меня такое впечатление, что я согласна с Сашей Николаевичем, что мы работаем по каким-то старым, уже, ну не знаю, они давно уже, наверное, должны отменить эти вот старые принципы подхода к развитию бизнеса, предпринимательства и так далее. По старинке работаем, понимаете? Вот какой-то мировой практики нет. Что-то такое, чтобы мы рванули, страна маленькая, возможности есть. Тем более сегодня у нас, вот, не знаю, вот в Бутуровском районе недавно я была, и в принципе местные жители сказали, что в любом случае мы стали лучше жить. У нас практически в самом бедной семье, которая действительно пахарь, то есть не какие-то алкоголики, не тунеядцы, к самой бедной семье были 2 коровы и 5 овец. То есть мы стали сегодня лучше жить, но возникла проблема, то, что теперь они не знают, куда деть. Вот ко мне обратились, 100 тонн картофеля. Они, помогите, Узбекистан закрыт, туда закрыто, мы, кстати, вырастили, хорошо, спасибо, помогает сегодня среднему бизнесу, малому бизнесу. Теперь они носятся со своей продукцией, не знают, куда ее деть. Местное управление не может склады предоставить. Вот из этой ситуации это мой первый вопрос. Что делать теперь нашим жителям, которые оказались в таком положении? Те, кто ближе где-то к законам, к власти и так далее, начинают как-то эту продукцию продавать, вот эти люди простые остались в заложниках. И вот мне понравилось, здесь наш секретариат поработал, и они все-таки рекомендуют привлекать зарубежных специалистов. Особое внимание вот здесь нужно уделить для того, чтобы развивалась наша страна. Все-таки какой-то опыт должен быть за счет государственных средств. Создать условия для привлечения специалистов частными сторонами, увеличить квоты для иностранных сотрудников. Как вы на это смотрите? К чему я это говорю? Очень многие наши молодежь, опять-таки, из опыта, даже Оксфорд закончили, но они здесь не могут работать, они не могут здесь устроиться. Берут опять по связям, по свата, брата и так далее. Вот когда мы дойдем, начнем, пока мы будем брать друзей, одноклассников и так далее, мы не рванем.